Страшная трагедия, которая произошла в Таджикистане, и о какой ситуации говорят все. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. В результате дорожно-транспортного происшествия на севере Таджикистана погибли 6 человек. ДТП произошло на 154-м километре трассы Душанбе-Худжанд-Чанак на территории Анинского района Сагдийской области. Журналист Халик Назар Джумаев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что все погибшие жители Педжикенского села Артуч. 4 пострадавших в ДТП были доставлены в больницу. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана 1 мая сообщил, что водитель автомобиля марки Старекс во время движения в сторону города Педжикент не справился с управлением, в результате чего микроавтобус упал в овраг глубиной 200 метров. Спасатели с помощью альпинистских снаряжений спустились в овраг. Используя специальные инструменты, извлекли тела водителя и 5 пассажиров из покореженного автомобиля, говорится в сообщении на сайте КЧС. По факту ДТП со смертельным исходом начато расследование. В Таджикистане ежегодно сотни людей гибнут и тысячи получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях. По данным Государственной автомобильной инспекции, в 2022 году в стране было зарегистрировано около 1100 ДТП, в результате которых погибли 416 человек. Более 1000 получили травмы. Эксперты объясняют это несоблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами, покупкой водительских прав, а также ненадлежащей дорожной инфраструктурой в стране. Как вы относитесь к такой ситуации? Возможно, вы знали этих людей. А пресс-служба УМВД по городу Душанбе объяснила, почему милиционеры насильно усадили мужчину в автомобиль в центре города. Ранее в сети появилось видео, на котором человека поймали и принудительно посадили в машину сотрудники милиции. Это вызвало бурное обсуждение в сети. В столичной милиции сообщили, что этот инцидент произошел 28 апреля около 21:45 на проспекте Рудаки возле ТВ Софина. Мужчиной оказался житель столицы, 47-летний Худайдот Сайфулоев, ранее судимый за разбой, кражу и хулиганство. Он находился в местах лишения свободы в общей сложности 13 лет, говорится в сообщении УМВД. Причину его задержания там объяснили тем, что мужчина в этот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял горожан и окружающих нецензурной бранью. Эти его действия грубо нарушали общественный порядок, отметили в УМВД. При этом он не подчинился законным требованиям сотрудников милиции, которые хотели его успокоить и доставить в медвытрезвительный МВД. Он продолжал оскорблять сотрудников правопорядка нецензурной бранью, поэтому сотрудникам милиции пришлось усадить его в патрульную машину. На основании требований законодательства мужчина был доставлен в медицинский изолятор, говорится в сообщении управления. При этом УМВД отмечает, что в отношении него также были предприняты меры за сопротивление и оскорбление сотрудников милиции. О каких мерах речь идет, ведомство не сообщает. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Видели ли это видео на просторах интернета? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.